Такое волнительное и радостное событие жители села Араколь Кочкорского района ждали долго. Старая школа, хоть и была признана аварийной со стороны МЧС, но обучение в ней продолжалось, что вызвало большую тревогу у родителей и самих учителей. Но сейчас все переживания позади. Теперь получать образование дочь Саламат Бутакановой будет в современной школе. Строительство этого здания затянулось на 7 лет. За это время дети были вынуждены обучаться в старой школе, построенной при Союзе. Но благо, долгострой завершился, и все ребята получили возможность обучаться в комфортных условиях. Мои сыновья постарше получали образование в аварийной школе. Если сравнивать старое здание и новое, будет как небо и земля. Большая, красивая, просторная, радует глаз. Счастью местных жителей нет предела. Средняя школа в селе Араколь – одна из тех, открытие которой было запланировано до конца 2023 года. Рассчитано на 150 мест для учебного заведения. Приобретено специальное оборудование в рамках цифровизации. Теперь ученики и учителя будут осваивать новые навыки. Нам поставили всю необходимую мебель, но она не полностью собрана. Некоторая часть ученических парт, столов и спортивный инвентарь нужно собрать и расставить по местам. Все остальное в собранном виде был передан нам. Учитывая сложные климатические условия региона, стройкомпания особое внимание при строительстве уделила котельной школы. Здесь были установлены 2 газовых котла на 150 киловатт. С началом отопительного сезона до его завершения для отопления расходуется 70 тонн угля. Застройщик также ведет строительство и других социальных объектов в регионе. На сегодня по Нарынской области идет строительство больницы в селе Боетово Ахталинского района. Второй объект – это реконструкция школы в селе Чаек имени Татыбыбы Турсунбаевой, которую сдадим в эксплуатацию через 2 месяца. До конца года в Нарынской области ожидается открытие еще 8 новых образовательных учреждений. Жибек Исакова, Бөлөкбай Шеримбеков, Бақыт Самсақунов, Иния Таргешева, ЛТР, Нарынская область.